Разработку горы Куштау в Ишимбайском районе Башкортостана обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире башкирского спутникового телевидения. Наш гость – заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике акционерного общества «Башкирская содовая компания» Рустем Басыров. Рустем Ришатович, здравствуйте. Екатерина, добрый день. Что сейчас происходит на горе Куштау? В соответствии с нашими алгоритмами и планами работы мы начали геологоразведку на горе Куштау. Геологоразведка проводится на основании лицензии, выданной при Волжскнедра в августе 2019 года. Ну и в полном соответствии с российским законодательством, в первую очередь это Лесной кодекс Российской Федерации, мы обязаны были заключить договор аренды с Министерством лесного хозяйства на освоение лесного участка, утвердить и согласовать с государством проект освоения этого лесного участка, представить лесную декларацию, где уже четко все прописано, какие виды леса, какие виды участка точечно будем спиливать для того, чтобы готовить площадку для геологов. Это вызвало бурную реакцию жителей. Как вы можете это прокомментировать? Безусловно, это вызвало реакцию, в том числе местного населения. У подножия горы непосредственно у нас 3 населенных пункта. Это село Урняк Ишимбайского района, село Бельское, село Карасевка. Естественно, мы понимаем озабоченность жителей. Прежде всего, главным вопросом, не изменится ли их жизнь в худшую сторону от геологоразведки и от в целом промышленной разработки Шихана Куштау. И как будет соблюдаться безопасность жителей населенных пунктов, которые вы назвали, и в том числе баланс экологический? Никаким образом заход геологов и геологические работы на комфорте жителей, на их образе жизни и вообще в целом на ситуации в населенных пунктах не повлияет. Вокруг этого очень много мифов ходит, и очень много. Есть лица, которые специально, целенаправленно распространяют эти мифы, дабы ввести граждан и жителей в заблуждение. Поэтому мы, естественно, работаем над тем, чтобы развенчивать эти мифы. Первый миф о том, что большегрузный транспорт пройдет сквозь село. Никакого большегрузового транспорта сквозь населенные пункты, через населенные пункты проходить не будет. Существующие дороги мы трогать не будем. Вообще в целом для карьера будет построена отдельная трасса. Второй миф о том, что какие-то супер огромные объекты будут на горе, которые внесут дискомфорт, от них будет шум, от них будут какие-то вредные воздействия, это тоже не так. Все производственные мощности нашего карьера, они уже есть, это на карьере Шахтау, поэтому здесь будет просто карьер, где мы будем добывать известняк. Третий миф, что каким-то образом геологоразведка сопряжена там с взрывными работами, это абсолютно не так. Будет пробурено несколько скважин на расчищенных участках леса для того, чтобы геологи могли получить необходимый материал и провести анализ горного отвода, который нам выдан по лицензии для разработки. Ну и в последующем эта работа на несколько лет идет после того, как будет эта работа завершена, как будет проект уже, собственно, промышленной разработки, утвержденный, согласованный, когда мы приступим к работе, это все будет многоэтапно, последовательно, соблюдение всех санитарных норм в границах и около населенных пунктов. Никаких работ не будет. Не будет никаких там горных отвалов, не будет никакого мусора, не предполагается шум. Пыль, в принципе, она вся будет оседать на карьере. Ну и технологии пылепоглощения, шумопоглощения, естественно, будут предусмотрены. Мы над этим будем работать, когда будем работать в целом над проектом промышленного освоения. И много вопросов задавали жители, задают по поводу реки Белой. Куштау окаймляет главную нашу водную артерию, да, Белый Агидель. Никакого воздействия на реку не будет. Мы прекрасно понимаем, что там природоохранная зона, да никто и не позволит трогать эту природоохранную зону. Никаких работ в границах природоохранной зоны, не только в границах природоохранной зоны, но и водоохраны, но и рядом с ней осуществляться не будет. Никакого воздействия на реку, еще раз повторюсь, не предполагается. Вы сказали, что будет построена новая трасса. Каким образом, где она появится и в какие сроки? Она вдали от садоводческого товарищества пройдет, вдали от населенных пунктов. Более того, мы даже предполагаем по технологиям специальным раствором ее обрабатывать, дабы там пыли не было.
вплоть до этого. И еще группа вопросов по поводу горнолыжки. Там у нас горнолыжная база. В этот сезон мы ее не предполагаем. Даже и следующий сезон она мешать нашим работам не будет. Ну а в целом совместно с республикой у нас разработан проект переноса и создания новой горнолыжной базы в этом же Ишимбайском районе республики. Можете ли вы с технической точки зрения поподробнее объяснить, как будут проводиться работы, потому что появлялась информация о взрывах? Никаких взрывов сейчас на данном этапе проводиться не будет. Я еще раз, Екатерина, повторюсь, задача лесников на основе лесной декларации точечную вырубку сделать для того, чтобы техника геологов, во-первых, проехала к местам бурения, ну и, собственно, были осуществлены буровые работы, которые мы предполагаем завершить в сентябре. Собственно, и все. Никакого шума, вибрации, взрывов, там, работ в ночное время, да и в дневное время никто не увидит, не услышит. Никакого дискомфорта жителям. Более того, это уже я забегаю на перспективу, целый массив мероприятий по рекультивации, по возмещению и компенсации у нас предусмотрен. Естественно, мы постараемся максимально и сохранить санитарную защитную зону лесную, ну и просто будем высаживать деревья в большом количестве, как в самих населенных пунктах, так и вокруг Куштау, дабы отчасти компенсировать утрату тех деревьев, которые мы в ходе геологоразведки срубим. Возможен ли дефицит воды и электроэнергии при разработке горы Куштау? Такие вопросы жителями тоже задавались. Не секрет, особенно в засушливое лето, такое как вот нынешнее лето, да, перебои и проблемы с водоснабжением в этих населенных пунктах возникали. Нет, дополнительного, вода у нас вообще будет своя, там своя как бы скважина, свои потребности. И каких-то сверхнагрузок на существующие мощности электросетей по технологии не предполагается. То есть не пострадают населенные пункты, их потребление электроэнергии и воды не пострадает. Не то, что не пострадает, более того, мы совместно с местными органами власти, вкладывая свои средства финансовые от БСК, мы готовы и хотим новый современный водопровод построить в том же самом Урнике, чтобы жители вообще не испытывали никаких проблем с водой. Какие сроки? Планы эти на 2021 год у нас уже стоят. Да. Ну, БСК проводила сходы граждан. Какие чаще всего вопросы еще возникали, помимо тех, которые мы уже обсудили? Прежде всего, конечно же, почему Куштау, что будет с лесом, вся ли гора будет разрабатываться. Ну и в первую очередь, я еще раз повторюсь, людей волнует то, как наш заход нашей компании на месторождение Куштау повлияет на их жизнь. Поэтому мы в этом плане в диалоге с жителями. Естественно, будут отдельные форматы общения и с депутатским местным корпусом, и с активистами, и с сторожилами. Более того, мы даже призываем население совместно с нами участвовать в разработке тех проектов по улучшению быта, улучшению жизни в этих населенных пунктах, которые мы совместно с органами власти намерены и будем воплощать. Проектов там масса, интересных, важных, социально значимых, в том числе касательно экологии и благоустройства. В ближайшее время планируете провести сход? Когда жители, вообще вы открыты для связи Мы открыты с для жителями? связи. В самое ближайшее время будет общение. Ну, насколько позволит и санитарная, эпидемиологическая ситуация. Мы думаем над этим, как это сделать. Ну, какие форматы рассматриваются? Охватить. Ну, прежде всего, с определенными категориями, как людям удобно в первую очередь. У нас работа идет это в течение последнего месяца. У нас и газета, вот вторая волна газет предполагается буквально в ближайшие дни. Первая волна газет прошла. Газета наша корпоративная, мы ее распространяем среди жителей, где все вопросы, которые вот вы мне, Екатерина, сейчас в том числе задали, но не только они, на все эти вопросы мы стараемся максимально широко осветить, дать разъяснение жителям. Но вы совершенно верно подметили, живое общение необходимо, нужно. Понимаем, что разговор этот будет непростой. Понятно, что есть точка зрения, есть сторонники точки и противников разработки, есть и альтернативные точки зрения.
И жителей немало. В самом Урнике, например, да, которые считают иначе, потому что это дополнительные рабочие места в связи с карьером, это ряд и других, мы надеемся, компенсационных мероприятий, преференций. Но нужно разговаривать. Разговор будет непростой, разговор будет долгий, не быстрый, но нужно все мифы, все вот эти вот страшилки, да, все негативные образы. Ведь где рождается страх? Страх рождается там, где нет информации, где нет сведений, где нет понимания и где нет доверия друг к другу. Мы настроены на то, чтобы к нашей компании доверие было, как к социально ответственному бизнесу, открытому бизнесу, который ничего от местных жителей утаивать, скрывать не собирается, вводить в заблуждение относительно наших планов хозяйственных, экономических не будет. Рустем Ришатович, многие собственники огородов, садовых участков, земельных участков, у них есть опасения, что что-то произойдет с экологической точки зрения вот с их землей. Как вы можете прокомментировать этот Там никаких вопрос? выбросов, Екатерина, не предполагается, не в ходе пока изучения геологического, не в последующем. Мы, максимально изучая территорию, стремимся и будем стремиться объезжать, вообще уходить от какого-либо соприкосновения и с садоводческими товариществами, и непосредственно уже жилыми кварталами. Но вообще в целом по горе Куштау позиция БСК, в чем она заключается? Почему это важно? Это наша сырьевая база, Екатерина. Государство предоставило нам в качестве источника известнякового сырья гору Куштау. Разрабатывалась масса вариантов. Вопрос этот не этого года, не прошлого года, вопрос этот, можно сказать, десятилетий. Мы совместно с федеральными и республиканскими органами власти брали пробы, изучали образцы, использовали экспериментальным путем в наших известковых печах сырье с разных месторождений. Это и Гумеровское месторождение, и Каранское, и зауральские месторождения, там Худолазское, Альмухаметовское и так далее. Известняк из этих месторождений, к сожалению, по техническим характеристикам, по характеристикам относительно содержания примесей не подходит для производства. Оппоненты говорят, что в республике мы ходим буквально по известняку, и весь Уралтау наш родной – это известняк галимый. Безусловно, это совершенно так, это верно. Но для химической промышленности нужен предельно химически чистый известняк. Не каждый известняк мы можем использовать. И Госплан СССР, принимая решение в 1935-1939 годах о строительстве содового завода в Стерлитамаке, он именно исходил из анализа всех этих факторов. Не случайно было выбрано именно это место, железнодорожная станция, река Белая и 4 Шихана. 4 Шихана, где наиболее чистый химический известняк для содовой промышленности. И государство, проанализировав в очередной раз все это, предоставило нам Шихан Куштау. Будем работать с тем ресурсом, а собственником недр является государство, который у нас сейчас есть в наличии. Еще раз подчеркну, стараясь максимально уберечь природу и не привнести каких-либо негативных изменений в жизнь людей. Спасибо большое, Рустем Ришатович. Это была программа «Интервью», и мы разговаривали с заместителем генерального директора по организационной и кадровой политике акционерного общества «Башкирская содовая компания» Рустемом Басыровым. Мы говорили о разработке Куштау и планах БСК. Оставайтесь на БСТ.